Рабочая комиссия по проверке распределения квартир в обществе слепых и глухих выявила нарушения. Итоги проверки были озвучены сегодня членами комиссии, которую возглавил депутат Джурку Кенеша, член общества слепых и глухих Дастан Бекешев. За 25 лет для членов общества слепых и глухих было построено 4 многоэтажных дома в Бишкеке и 2 дома в городах Ош и Джалабад. Ранее лица с проблемами здоровья неоднократно проводили акции протеста и выражали недоверие бывшему председателю КОС и КОК Калыку Мамбетакунову в связи с коррупцией при распределении жилья. На заседании членов общества побывала наш корреспондент. Инвалид по зрению второй группы Джамиля Темирбаева в обществе слепых и глухих с 1996 года. В 2009-м она встала на очередь на жилье. С тех пор прошло 7 лет, а заветную квартиру она так и не получила. У меня 2 детей. Старшего, 12-летнего сына, сдала в интернат, потому что не могу содержать. Сейчас на моей шее больная мать и 9-летняя дочь. Бывший председатель Калык Мамбетакунов обещал мне квартиру. Последний раз он поклялся на Коране, но не выполнил обещание. Он несправедливо распределял квартиры, отдавал своим знакомым, родственникам, продавал участки. Сколько раз мы выступали против, но нас никто не слышал. Инвалиды обвиняли председателя Кыргызского общества слепых и глухих в коррупции при распределении жилплощади, митинги и выступления против Калыка Мамбетакунова, который 25 лет руководил обществом, достигли своего апогея в конце мая этого года. 9 июня была создана рабочая комиссия во главе с депутатом Дастаном Бекешевым. В течение месяца члены комиссии на основе данных ГРС проверили имена граждан, которые получили квартиры. Как показывает отчет комиссии, почти по всем 6 домам были выявлены нарушения. Не обнаружена справка с места жительства, подтверждающая его постоянное проживание в Бишкеке на момент получения жилья. Кыдырбаева Дильбара. Постоянное место жительства в Токмоке, городе Токмоке. Кроме того, на момент выдачи жилья она имела там квартиру. Джумагазиева Айзада и Карачаева Санобаркон. По ним не представлены сведения, подтверждающие членство в КОС и КОК. Абдыкулов Мирлан. Нет сведений о членстве в КОС и КОК и нет сведений о его инвалидности. Калык Мамбетакунов, возглавлявший общество слепых и глухих 25 лет, сдал свои полномочия, не дожидаясь результатов проверки, как сказали на собрании, по состоянию здоровья. Сейчас обязанности председателя временно исполняет Марат Ташбаев. Статья 26 гласит: комиссия также разбиралась по поводу 57 гектаров земли в селе Акулён Сыкульской области. Этот участок принадлежал обществу слепых и глухих, но сейчас он перешел на баланс Көкмойнокского Айлыкмөтү, а также проданного земельного участка пансионата КОС и КОК «Орбита». Я считаю, что вот это заключение рабочей группы, особенно в части пансионата, мне кажется, надо будет обязательно наше руководство, чтобы они передали в правоохранительные органы. Потому что мы об этом не знали, нигде в отчетах это не было. Ни на каких съездах об этом не говорили, что это было продано. Если сейчас, допустим, руководитель это не сделает, не передаст правоохранительный орган, тогда скажут, что вот вы, оказывается, договорились. Сейчас в обществе слепых и глухих насчитывается до 10 тысяч человек. Комиссия дала ряд рекомендаций, к примеру, внести изменения в устав общества. В частности, о запрете совершения сделок с любым имуществом в пользу председателя или его заместителя. Об избрании председателя не более чем на 2 срока. Члены комиссии также рекомендовали создать сайт, где будет отражена электронная база данных о всех членах общества КОС и КОК и об их очередности на получение жилья. Нургуль Саматова, Азамат Кадыртоктоев, Общественный Первый канал.